Я хочу показать тебе самое страшное существо в Амазонке. Кандиру. 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 Isso. В этом месте ее очень много. Вот она! Кстати, все мелкие пупырышки, да? Да, Кандиру – это небольшие рыбы, внешне напоминающие сомиков. Они паразитируют на рыбах, заплывают им в жабры и пьют кровь. А еще эти безобидные на вид мальки держат в страхе всех людей, которые живут возле реки. эти рыбки входят в мужской половой орган и едят человека изнутри. Послушайте, а как такая здоровая рыба забирается, ну, извините, вот в это отверстие у мужчины, а? Она очень скользкая и вертлявая. А я слышал, что она способна запрыгнуть в мужской организм, даже, например, если он вышел помочиться в воду, по струйке. Это правда? Правда. Друзья, это вот звучит как фантастика, но это правда. То есть, хорошо, что я сегодня утром писать не пошел на берег, а? Да, повезло. Ужас. Есть еще другой подвид этой рыбы. Называется манди. У нее плавники как лезвие. Она еще опаснее. Вот те, что побольше, манди. Вот так, друзья, кандиру, она входит в ретро. А еще есть тут же рыба манди. Угадайте, куда входит манди? Манди входит куда угодно, абсолютно, потому что у нее как лезвие зубы и плавники, и она буквально вгрызается, она сверлит отверстие. Это страшно, посмотрите, сколько их тут. Вот это страшно даже брать в руки. Вот, казалось бы, безобидная рыбка, такой маленький сомик. Но это уже считается большой. Самые опасные – мальки. А этой сколько? Год или два. То есть она вот так вот входит, потом уже внутри выпускает плавники, и ими толкается внутри тела. Ух! Джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик. Представляешь себе такое, да? Да ну тебя. Да, друзья, от мысли уже больно. Слушай, а ты слышал о реальных случаях, когда в мужиков заползала эта рыба? Конечно. Совсем недавно пострадал мужчина. Она ему буквально все там съела. Он чуть не умер от боли. Его успели отвезти в больницу, и оказалось, что она уже добралась до желудка. Его прооперировали, зашивали, достали рыбку. Получается, что в этой воде купаться в принципе очень опасно. Очень. Мы не советуем. Ну что, поплыли дальше? Она еще до сих пор живая, я ее отпускаю. 10 минут болтали, она дергается. О, и ушла. Живая, отлично. Вот становится сразу понятно, почему она умудряется внутри организма человека наделать много беды.